Друзья, всем привет! Вы смотрите спешл на YouTube-канале Найза ТВ. У нас сегодня крутые гости. Али Багов. Али, приветствую. И Абу Муслим Алиханов. Абу, приветствую. Приветствую, вечер добрый. У нас буквально вчера Абу Муслим подрался в Лиге Найза на турнире Найза 70. Ты, Али, его секундировал. Хочется о впечатлениях поговорить. Давай начнем с этого. Как оценишь своего, ученика, наверное, сложно будет сказать, но парня, которого ты секундировал, как оценишь его выступление? Оцениваю на 5, конечно, но... Из 5 или из 10? Он не мой ученик, он сам все знает. Я, как тебе и сказал, он свою работу выполнил четко. Там же видно, я говорю, не торопись, не суетись, просто работай медленно, не спеша. И вот так он, как обычно, он всегда готов, в форме, тренируется. Вот скоро, сказал сам, улетит в Бразилию, там выступать хочет, поэтому... А так, вы же сами все видели, как он выступал, вообще ошибки ничего не делал. Вот так вот. Абу, ты как свое выступление оценишь? Я бы сказал оценил бы, на 4, но на 5 не могу я сказать. Я хотел провести бой со стойки, почувствовать стойку, потому что в последнее время я часто работаю над стойкой. Но все равно, когда выходишь в клетку и когда выходишь в ринг, там все равно совсем по-другому все сказывается, ощущается все по-другому. На тренировках, спаррингах там совсем другое, а клетка это совсем другое. Вот я видел, что многие не очень были довольны, то, что уровень показался, чуть разный соперников. Были ли мысли, не знаю, кому-то бросить вызов, кто действительно сильный и интересный, потому что, видно было, что на голову выше парня. Знаете, у меня на сегодняшний день есть контракт с ЛФА на 4 боя. Вот, мы когда сюда прилетали, я уже переписывался, разговаривал с матчмейкерами, что в феврале я готов подраться в Бразилии, в Сан-Паулу. Они сказали, что они дадут мне бой. Вот, и завтра я проведу Али, и сам улечу послезавтра на Пхукет. Наверное, буду неделю там, втянусь в тренировочный процесс, и я улетаю в Бразилию на подготовку. А в плане соперника, честно сказать, мне разницы нету, с кем драться, кто будет и так далее. Я готов с любым человеком выйти подраться. Почему? Потому что я уверен, во-первых, в своей подготовке, какую подготовку я прохожу в Таиланде и что я делаю. И я спаррингую с очень высококлассными ребятами, поэтому мне переживать за кого-то вообще я не переживаю. Поэтому готов с любым пацаном выйти подраться. Вот. А то, что там пацан был слабый и так далее, это уже, как сказать, я давно не дрался, уже почти год был простой. Опять-таки не от меня зависело. Вот мне в прошлый раз давали в октагоне, я против киргиза, хороший пацан, все, я согласился, и у них не получилось турнир провести в Ташкенте. Вот, и они перенесли в Алмату, что ли, или же в Казахстан, они перенесли, и у меня не получилось сюда прилететь. Поэтому я себе никогда не выбирал соперников, начиная с первого боя. И опять-таки, кого мне дадут, я с тем и готов выйти и подраться. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Али, в Бразилию полетишь секундировать? Конечно, обязательно. Вообще проблем нет, только вперед.
А ты в Бразилии был уже? Нет, первый раз буду. Вот если он будет выступать, тогда буду, а так никогда не был. Как раз сможешь. Далеко же? Далеко? Лететь сколько там? Я Был там. Да, я был на 3 месяца был в Сан-Паулу, тренировался у Диде Пидернеса тогда. Но это было во время ковида. Лететь туда, я летел 16 часов. Очень далеко. Зато сможешь с бразильскими черными поясами Ну, побороться. вообще проблем нет, брат. С любым я буду бороться. Нет. Но он говорит, там прям очень хорошие тренировки. И все там черные пояса у них. И сколько там утром борьбы? Ну, я не могу. 8 минут. И одна схватка 8 минут утром. И так 5-6 схваток. Вот каждое Мгм. утро в кимоно борешься. Поэтому очень не поможет это тоже. Поэтому если он полетит, наверное, я тоже полечу. Ну, чтобы побороться с ними, ну, и тренироваться. Я вообще люблю по джиу-джитсу, по грэпплингу выступать. И хочу вот в дальнейшем тоже в Абу-Даби. Каждый год проходит чемпионат мира. Как я и сказал, я хочу там проверить себя, бороться. Так что это тоже поможет. Я пытался вспомнить, сколько мы с тобой знакомы. Ну, я не знаю, помнишь ты меня или нет. Я просто Конечно. участвовал еще. Ну, не, сейчас-то уже понятно. Я говорю, там первую нашу встречу. Я участвовал в организации турниров, ну, и реалити-шоу SPB Fighters. И ты там тоже в первом или во втором сезоне с Чернецким. Вы уже на Fight Nights боролись, по-моему. Ну, дрались. Да. Но до этого в SPB Fighters ты участвовал, ты выходил на замену. По-моему, с Казбеком. Или... Я не помню точно с кем. Но вот я, короче, участвовал в организации турнира. Это в 2013 году было еще. Я даже не помню, с кем дрался. Вот. И я стал смотреть твой рекорд и удивился, что в 2014-м у тебя 8 профессиональных только боев, плюс ты еще там по боевухе выступал, по всему остальному. Ты вообще помнишь этот год? И есть понимание, почему так много выступал тогда и почему так редко сейчас тебя уже видим в клетке? Если честно, я за месяц даже 2 раза в 70 килограмм дрался. Восьмерка был же у нас в финале мы дошли с Абдулазизом, когда как раз с Эдуардом дрался, потом за выход в финал, потом уже с Абдулазизом должен был драться, но до этого 12 килограмм согнал и в битве в горах там тоже выступал, потом 2 недели проходит и с Абдулазизом тоже дрался. Ну, в месяц 2 раза весь 70 килограмм сделал и дрался. Я раньше вообще так, раньше восьмерка был, за 1 ночь ты должен был драться 3 боя. Так тоже выступал первый не помню, с кем дрался, но второй с этим, с имя Рамазан Имеев. Рамазан Имеев. С ним второй бой сделал, 3-й бой в финале с этим, с Александром Бутенко сделал. Я 2 раунда, короче, забрал, вообще не чувствовал, но там сила не решает, я же говорю, выносливость и дух, и выносливость не хватило мне. Я 2 раунда забрал, 3-й раунд я в сухую проиграл, это ему проиграл, короче, финал. Там за 1 ночь восьмерка был, поэтому... И вот так получилось, у меня рекорд вот так большой, поэтому никогда не отказал я от боев, если мне позвонят, и у меня менеджера ничего не было. Мне напрямую писали или звонили, и вот так, какое-то число с кем-то, вот и с ним будешь драться, я сказал только вперед, и вот так. А потом братство, да, сидело? Ну, сейчас, да, старший брат, с ним двигаюсь. Ну, что он скажет, делаю. Если он скажет вперед, что. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. А ты помнишь, как вы с Али познакомились? Да. Расскажи. Это было после боя с Мурадом Абдулаем, кажется, он дрался. Вот. И я за ним очень давно следил. Вот. И я ему написал. Я не думал, что он ответит. Потом он ответил, и у нас пошло вот так общение. И все, и мы вот так познакомились. А в Тай ты в первый раз когда приехал? Первый раз, когда я туда прилетел, я не помню, даже 2 года назад. 2022 или... Да, 2 года назад. 2 года назад, короче, первый раз был. Потом еще раз приехал, сколько он. И вот так, короче.
Мне понравился, да, сильно. Вот, тебе понравилось, да, там тренироваться? Когда я только прилетел, в гостиницу заселились, короче, и чуть поспали, и он пишет мне, ты где, вот так. Он подъехал, короче, я выхожу, и я говорю, вообще мне не нравится, я хочу домой, короче. И ты ничего не увидел, говорит, сначала погуляй, посмотри, потом скажешь, и вот так тренировки, остров Припхи, или как это называется, Припхи, туда поехали, остров Джеймс Бонд, очень красиво там, если честно. И есть с кем тренироваться, спарринг-партнеры много тогда было, поэтому очень понравилось, когда даже время закончилось, не хотел улететь, но обратно в следующий год тоже полетел с Колковым, и там у Муслима остановились, и там тренировались, короче. Мне нравится там тепло, тренировки, просто потеешь, если ты даже просто сидишь и потеешь, короче. Поэтому мне нравится. Посмотрим, с семьей, может, поеду туда. Слушай, а вот я от многих и тренеров слышал, и от многих ребят, особенно с Дагестана, что не самое лучшее все-таки место. Во-первых, там, став часто очень ловят, а во-вторых, там, говорят, слишком расслабленная атмосфера. Вот те, как человек, который там тренировался в школе Плуманап Нурмагомедова и, в принципе, там в других сильнейших, кемпах, насколько вот эти слова имеют смысл все-таки? Если честно, брат, это все от человека зависит. Если ты пахать, ты любишь пахать, там спарринг-партнеров много, я же говорю, с UFC, с Bellator, с One FC, там много ребята собираются, и ты можешь конкурировать, драться с бойцами UFC, с разных. Поэтому, смотря как ты тренируешься, многие там кайфовать едут, и кайфуют, и тренировки, совмещают, короче. А я там тренировался, спал, тренировки вот так, а в воскресенье на остров поехали, а так у меня отдыха не было тогда. Я утром тренировался с этими Чимаев, тогда там тоже готовился с ребятами, когда он там был, утром с ними в 11 часов, утром с ними состав, короче, был, у стены работали, борьба туда-сюда, и вечерняя тренировка тоже не пропускали. Поэтому это от человека зависит, брат. Просто спарринг-партнеров там много, поэтому можно там с чемпионами, конкурировать. Я со многими стоял, тренировался, опыт набираешь по-любому, когда на сборах бываешь, а когда дома ты не можешь там утром, вечером, и отдыхать ты должен, поэтому дома не получается отдыхать. Там куда-то ехать надо, там с друзьями сидишь, и вечерняя тренировка. Вот так. Дагестан мне нравится там тренироваться, и в Эльбрусе тоже. В Эльбрусе вообще функционалка, выносливость, это все, короче, сила дает прям очень. Когда с Эльбруса спускаешься, 21 дней там находишься, 3 тренировки в день, и когда ты спускаешься через 10-15 дней, ты вообще не устаешь, работаешь с пацанами и вообще не чувствуешь. Поэтому вот так сейчас, наверное, я, когда готовиться начну, сначала в Эльбрус поднимусь, потом в Дагестан поеду. А так, если он будет драться, туда полечу, потом уже начну подготовку, после Рамадана, наверное. Абдул-Азиз тоже сам сказал, под него надо готовиться по-другому. После Рамадана, наверное, будем драться. Поэтому будем готовиться, короче, как говорится. Абу Муслим, а ты сколько? 5 лет, наверное, уже живешь в Тае? Нет, уже 9-й пошел. 9-й год. Да, я когда туда прилетел первый раз, я вообще-то поехал туда на сборы на 3 месяца чисто ударку потянуть. Вот я приехал, и сразу я пришел в Тайгер, и я начал работать над ударкой. У меня там до сегодняшнего дня я работаю с тренером там по тайскому боксу. С ними Джордж Сент-Пьер работал. Вот, он такой очень хороший тренер, Лай его зовут. Вот, и он мне очень много помог в плане ударки. Вот, я скажу так, это для меня на сегодняшний день, я в Америке не был, я не могу сказать, это самое лучшее место для подготовки. Почему я говорю самое лучшее место?
как бы ты являешься хозяином своей жизни, ты строишь свою карьеру, да, независимо там ты в Дагестане находишься, там в Америке находишься, на Пхукете находишься, ты создаешь свою атмосферу вокруг себя, что тебе нужно, ты это уже решаешь. И от этого уже начинается уже твоя дальнейшая карьера. Твои первые шаги начинаются от этого. Туда прилетают всегда очень хорошие топовые ребята, которые дерутся в топ-3, там, One FC. Потом туда прилетают ребята, которые дерутся в топ-5 ACA. Туда прилетают пацаны, которые дерутся в UFC. Туда прилетают самые крутые грэплера. Туда прилетают крутые тренера. Там многие говорят, там вольной нету и так далее. Но ММА же это не вольная борьба. Вольная борьба это что другое. Там вот с вольниками ты примерно борешься. Да, они сделают тебе тейкдаун. Но дальше же ему надо контролировать. Это же чем чуть-чуть совсем другое. Это ММАшная борьба, это совсем другая. Там многие не понимают этого. Если ты не умеешь его контролировать, перевел, там ты не сможешь долго ноги проходить и так далее. Человек, который умеет снизу вставать, он очень быстро будет вставать. Поэтому на Пхукете до зала примерно мне вот ехать там 10 минут, это максимум. После зала выходишь, там любая еда есть, там правильное питание, там свежевыжатые соки, там все есть. Там есть восстановление хорошее, море круглый год, всегда зеленые фрукты, все. А если ты прилетел туда чисто вот отдыхать, грубо говоря, то потом ты утром не тренируешься, вечером тренируешься и летишь и говоришь там, я проиграл бой, вот там в Таиланде мне помешало там и так далее, там. Нет, я в Америке не был, я не могу сказать там какое, да. Но Тай, это для меня это номер один и на сегодняшний день. Али вот тоже рассказал такую штуку, что часто даже за один месяц гонял 2 раза в легкий вес. Сейчас все чаще в лиге ACA ребята не делают вес. Ты можешь какой-то, может быть, совет дать? Потому что, ну, ты действительно крупный парень, тебя там одним из самых больших легковесов называют лиги ACA, и при этом, в принципе, ну, ты переходил в какой-то момент в 77 килограммов, но особых проблем ты никогда не испытывал при весовой гонке. Я тоже один раз провалил, когда с Халиловым должен был драться в Краснодаре. Я не мог сделать вес, потому что мы договорились, он приехал в Баксан, и мы договорились 74 килограмм, а за 10 дней, короче, звонят мне и говорят, у вас чемпионский бой, поэтому нельзя, короче, так, надо до конца гонять. И я начал гонять, короче, за 10 дней уже 12 килограмм осталось, короче. Даже больше не помню просто. И резко согнал вес, и килограмм 900, короче, не уходит ни в какую. Я все попробовал, короче, не уходил. И поэтому это, знаешь, почему ошибка? Потому что когда ты резко гоняешь вес, у тебя не получится, потому что ты должен на диету за 2 месяца, где-то за 45 дней садиться и медленно. Например, у меня, когда бой дают, и когда когда начинаю на чисто диетой кушать, и у меня падает 12 килограмм уходит. И вот это остальное уже водой начинаю гонять, и так делаю. Сейчас я, вот последние 2 боя только я с врачом работал, а остальное я сам по себе гонял, сам диету ставил, короче. Он много раз мне написал, поговорим, надо кушать, а я не слушался, я сам по себе гонял и вот так, короче, мучился. А когда ты с врачом работаешь и когда соблюдаешь вот это все, он все отправляет же тебе. Вот такое говорю утром, обед, ужин.
полдник, короче, все есть там. Просто по этим, если кушать начинаешь, вес падает. Многие не слушаются просто. Я тоже в том числе. Поэтому сейчас я с врачом работаю и вообще, ну, нелегко, но гоняю прям до конца четко. Вот последний бой у меня в 12 часов ночи, утром уже 8 взвешивания, 500 грамм осталось у меня. И я мог ходить и гулять. Я даже в другой гостинице я жил. Туда пешком шли, взвесился, 500 грамм осталось. И 500 грамм до утра. Даже не 500 грамм, 700 ушел. Не до 200 грамм у меня получилось. Вот последний бой. Вот поэтому надо слушаться, надо просто придерживаться вот этот диету. Многие за 20 дней начинают диету, например. Это неправильно. Вот я поднялся как раз 77 килограмм поднялся, с этим должен был драться в Сочи с киргизом, как его зовут, не помню. Машрапов, да. Тогда мы вместе гоняли, мы в сауну вместе сидели, у него 100 грамм осталось, у меня осталось, короче. Короче, время пришло, в 8 утра мы зашли, он весь сделал, я зашел, короче, остальные 100 грамм, короче, не уходит. И 3 часа мне дали, и 3 часа тоже гонял, вообще 5 грамм не уходил у меня. Вот так организм тормоз дал, и все, короче, не мог вес сделать, и оштрафовали меня нормально. Поэтому это все на диету надо заранее садиться и потихоньку вес уходит, брат. Просто не все соблюдают. Ну, тяжело, конечно, кушать нормально, не кушаешь, вкусная еда не кушаешь, все вот этот зелень, вот это вареное все кушаешь, поэтому многие не хотят. Кто-то мед кушает, например, вот 2 дня уже осталось и весь должен делать, а мед кушает, с кофе сидит или что-то кушает потихоньку, это ничего не дает, говорит, но это 100 грамм, когда остается, вообще не уходит. Из-за этого надо контролировать себя, надо диету заранее соблюдать, и вес уйдет. У всех уйдет вес. Прям у всех. Если ты нормально кушать не будешь, по-любому вес падает же. Вот. Просто прям есть ощущение, что терпение просто надо. в последнее время в АСИ именно прям огромное количество бойцов. Сейчас многое поменялось там. Этого Мейбека убрали, другого поставили. Сейчас многие поменяются, но сейчас говорят эти судьи 5 были, сейчас 3 будет, говорят. Поэтому, многие не делали вес, я не знаю. А кто-то заболел, кто-то не делал вес, кто-то не мог сделать вес. Никто не застрахован, брат. Это самое трудное в бою, вот этот весогонка. Каждый день можешь ты драться, но весогонка, месяцами ты диету соблюдаешь и гоняешь, терпение, просто терпеливо надо сносить все, поэтому перенести. Я так считаю. А вернулся ты в 70 зачем? Вообще просто, в принципе, в 77 же у тебя все хорошо. Я же в 70 килограмм пояс не потерял. Я забрал я последний чемпион ACB и первый чемпион ACA. Потом я вес оставил, 70 килограмм оставил и поднялся за третьим поясом, 77 килограмм. И там я 3 боя сделал, выбрал и за пояс тоже дрался. С Абдулаевым дрался, и ему отдали победу. Потом восьмерка, когда сделали, я сразу им написал, я в деле, давай. За 200 тысяч, да? Да, и обратно, короче, спустился в 70 килограмм. А так, в 70 килограмм сейчас вообще без проблем делаю. Я сам, у меня вес иногда поднимается 92-3. И сейчас у меня, например, вес 90, а многие видят меня, которые, вот, например, здесь пацаны подходят, говорят, ты вес гоняешь, что ли? Ты слишком похудел, говорят. Но я не худой, я сейчас 90 вешу. И вот так, короче, гоняем. Тяжело гоняем, но надо гонять, надо. Когда диету соблюдаю, вообще 82-83, вот так вес. А так четко себя там чувствую. Когда 83 у меня вообще и не устаю, и гибкость появляется, становлюсь гибким.
не устаю и чувствую себя замечательно в 83-84 килограмм. А когда 90, 91, 2, чуть устаю, но тяжело бывает. Поэтому надо просто соблюдать диету и газовать все. А Муслим, у тебя какой рабочий вес? У меня 77, 800, 70, ну максимум 78. Сейчас наши зрители не видят, но в студию зашел Нурбек Рабала, глава лиги Найза, и он мне говорил, что ему было бы интересно тебя посмотреть по грэпплингу у нас в лиге. И, в принципе, есть два интересных соперника. Первый — это Артем Резников, второй — это Азамат Бакытов. Что вообще думаешь про этих парней? И интересно было бы тут побороться. Ну, я же у себя выкладывал только вперед. С любым я выйду, поборюсь, конечно. Но смотря какой там до сдачи или по времени, вот это надо обсудить и полный вперед. У Азамата многие не знают, но Азамат, я думаю, лучше борется, чем Резников. Но Резникова многие знают, поэтому поинтереснее будет с Резниковым бороться. В плане медийности Резника тут многие знают из России. Такой... Ну, говорят, у него борьба сумасшедшая, и можно было посмотреть в борьбе, что он может сделать. Грэпплинг или борьба, разницы нету. Нет, Резник... Борьба до сдачи можно было. С двумя бы поборолся за вечер. Вообще проблем нету. Раньше же боролись мы в абсолютных весах, тоже боролся, в Абу-Даби боролся, Кубок Рамадана там выиграл. Ну, я вообще начал с вольной борьбы, потом перешел к боевой самбо, рукопашка. Боевой самбо тоже люблю. Хотел чемпионом России стать, но не мог, третьим стал. Тогда Ислам первым стал. И вот так, короче, прошло. И когда 17 лет был, я уже выступал в ММА. По ММА уже по профессионалу драться начал. Но я вообще, если даже ММА оставлю, не могу оставить бороться. Хочу по джиу-джитсу, по грэпплингу выступать вот так. Ну, мне нравится этот вид спорта очень. Слушай, а ты вообще вот с 10-го года в ММА, с 14-го в ACB, ну, получается, уже 10 лет в ACA, можно сказать, выступаешь. За это время ты как вообще устал, не устал? Просто ты уже так говоришь, что я, если бои оставлю, буду все равно бороться. Вот есть такое ощущение, что бои надоели. И если честно, я всем сейчас говорю, вот многие говорят, возраст 34-35 надо уйти, вот так, но 22, 27, 30 лет не чувствовал, как сейчас. Сейчас я в пике, я в форме, я всегда тренируюсь и намного умнее стал, короче. Я хочу вообще сейчас выступать, драться. Я им сказал, я Асламбеку написал, дайте мне в 77 хотя бы один бой сделать до Рамадана. В Краснодаре же будет тренировка, поэтому я им сказал, давайте в 77 один бой сделаю, потом Рамадан и восстановление. Вот так по-любому время будет в финале подраться, но ничего-то не дают мне. Ну, из-за Гран-при, видимо. Ну, из-за Гран-при, ну, это же не проблема. Если они захотят, они могут же организовать 77. Просто смотря с кем, мне разницы нету, с кем берется. Я могу браться. Ну, это берегут, это понятно, но вдруг, если травму получу, это разницы нету. Потом Рамадан, восстановление, у Абдулазиза тоже сейчас травма, сечка у него. Поэтому я до этого хотел один бой сделать, но год уже простое будет, а я так не сидел никогда, я каждые 3-4 месяца выступал, и выступать люблю. И... Вот можешь по грэпплингу выступать. Ну, по грэпплингу это понятно, но хотел один бой сделать 77 килограмм, без любым разницы нету, один бой 3 раундов сделать, и потом уже Рамадан, после Рамадана подготовка и уже финальный бой. Я к любому вызову готов. ICA запрещает выступать по смежным единоборствам, например, по тому же боевому самбо. Тебе нельзя, да, сейчас драться? Да, вообще боевой, вот эта рукопашка, вообще вот это нельзя. Даже хотел побороться в Дагестане, чисто супер схватка с Шамилем. Но они, короче, сразу позвонили, нельзя уже скоро, через месяц бой будет, поэтому тебе нельзя там бороться, и я оставил. А так вот сейчас могу побороться, потому что время полно есть, и просто тупо сижу, тренируюсь, а
я всегда хочу выступать, просто так же не тренируется. Утром, вечером тренируюсь, а когда уже на сборах бывает 3 тренировки в день. Поэтому каждый день потеть и просто так потеть, это тоже не кайф. Надо выступать, надо, время уходит же. А часы-то тикают даже, поэтому надо выступать, брат. Поэтому я хочу драться, я хочу выступать, гребщин, джиу-джитсу, разницы нету. Я готов, брат. Шамилем Амировым или нет? Не Шамилем Амировым. Шамиль, этот Магомедов. Шамиль Магомедов. Мы же боролись с ним уже 2-3 раза. Поэтому они сделали суперсхватку в Махачкале. Я хотел там выступать. 5 минут чисто там пояс, красивый пояс, там денежные призы были. И суперсхватку хотели сделать. Что-то они не дали мне, и я отказался. Сегодня переписывался с Артемом как раз, когда увидел пост твой, решил узнать, интересно ли ему будет с тобой побороться. Он сказал смело. Он говорит, единственное условие, хочу такой же гонорар, как у Али. Полный вперед скажи, давай. Если он готов. Вообще многим интересно, не только мне, вообще многим интересно вот эту схватку. Кто из вас победит, вот так. Артем очень хорошо борется, говорят. Но мы же поборолись в Таиланде. Может, он уже набрал за это. Недооценивать же нельзя человека. Еще в Таиланде вот эта мясорубка, вот это все началось. Поэтому, борьба, как Муслим сказал, грэпплинг, борьба и бои без правил, это совсем другое. Когда ты борешься, это другое, а когда по боям, это уже другое. А сейчас я не знаю, он набрал, не набрал, но он тоже физически, не такой слабый, сильный, он и тоже много гоняет же. Он тоже по 90 весит даже. Поэтому 8, по-моему. 88-90 есть 100%, а так можно побороться 84, 85, 86, 88, разницы нет. Но 70 не могу сделать из-за борьбы. А кто вот, в твоей карьере самый сильный грэпплер? С кем тебе сложнее всего было работать? Потому что, мы тебя знаем как и черного пояса, и как парня, чемпиона мира по борьбе. Это в ММА, ты говоришь, или вообще? Наверное, в ММА интереснее будет. В борьбе, в ММА даже Этот самый мощный. предпоследний, с кем ты дрался? Чеченец, Шайхаев. Не, это последний бой. Вот у Шайхаева хорошая борьба есть. Борется он нормально, и выносливый тоже. Смотришь на него худой, но гибкий он очень. Непростой соперник. Наверное, он по грэпплингу. Хабиба не назовешь, просто у вас, в принципе, много тренировок совместных было, и бой тоже был все время. Хабиб другой уровень. Хабиб, конечно. Хабиба вообще борьба космос, как говорится. У него и борьба, и у стены, и сверху. У него очень контроль серьезный. А есть понимание, за счет чего? За счет чего? За счет, я думаю, у него и техника есть, и сила есть, и голова тоже думает. Вот это все соединяет, и вот так. Силы, когда многие силы же, например, проход делают и поднимают, изо всех сил. А он так не делает, он чисто опытный. Из-за опыта, из силы, и вот эта голова работает, и вот это все совмещает, и он не устает вообще. А соперник мучается, там лежит. Поэтому за счет этого, я думаю. А Ислама борьба, ему еще предстоит бой с Цуркяном. Ислама борьба тоже на высшем уровне, и борьба, и стойка. Ислам очень опытный вообще сам по себе и в борьбе, и в стойке. Но
Я еще раз говорю, у Хабиб другой уровень. Хабиб самый опасный, но в борьбе, я считаю. И самый умный. А вы, Муслим, так ты тренируешься в Таиланде, туда же приезжал Цуркян, он несколько раз. Что можешь сказать по бою Цуркян против Махачева? Ну, какой-то прогноз давать я не смогу, потому что там после первого боя и Цуркян вырос очень сильно, и Ислам вырос. Но после первого раунда уже видно будет, кто заберет. Потому что я один раз работал с Арманом. Он давно не приезжал в Таиланд, потом я с ним тренировку сделал. Он очень сильно изменился. Он каждый сантиметр чувствовал. Он там сильно изменился. Поэтому я могу сказать только после первого раунда. А так сказать заранее, Махачев выиграет или же Арман выиграет. Ну что, у него сила нормальная, да? Да. Цуркана. Да, я могу только сказать после первого раунда. Я с Исламом работал, он вот хоть за меня говорят многие, ты сильный физически, вот так, но он, я же говорю, у него и голова работает, очень опытный и в стойке, и в партере, и у стены. Поэтому я с Цурканом не работал, конечно, но он работал. Поэтому я говорю, физически как тебе он. Ну, поэтому я думаю... Я с ним работал, вот знаешь, ощущается сила, когда вот с ним работаешь, как будто ты борешься 90 килограммов. Смотри, я уточню, просто ты с Али же тоже боролся? Али... Если честно скажи, физически кто сильнее? Я хотел... Врать не буду, Арман сильнее физически. А по технике Али опытнее. Это я хотел уточнить, я хотел с ним работать, но не получалось. Но у него IQ просто, он знает, потому что он долгое время боролся, вот это все, он знает каждый деталь, вот как перевести, как защищаться, все, вот это же имеет значение огромное. Поэтому в плане физики Арман очень сильно набрал. Я просто работал, он же Тайгер отбор проходил, он же долгое время жил, где-то месяцев 3, что ли, 4-5 в Таиланде. Он до UFC мы бывали там, каждый день сидели. Я помню, один раз мы сидели в ресторане, он говорит, Муслим, очень хочу попасть в UFC, короче, вот так, вот так. Я ему говорю, Арман, неужели нет варианта у тебя туда попасть? И бах, через 2 дня приходит в Тайгер контракт, нужен срочно там на 70 килограмм на замену. Вот он вышел и попал. Я тогда с ним боролся, и вот когда он приехал, боролся. Это было 2 года назад, даже я с ним боролся. С Сочи с тренером он приезжал. Он совсем вообще другой был. А сейчас я с ним не работал. Когда вот хайп реалити был, я с ним не работал. Я хотел поработать. Там еще у него некоторые там уроки хотел взять. Там, не успели, короче. Он же в Эльбрусе был. Да, вот я поэтому и думал, что ты тоже... Я в Эльбрусе был, короче, я захожу с Хамзатом, они были, короче. Я захожу в зал, и там Цуркана увидел. Я не знал, он здесь, не здесь у нас, но Хамзат позвал, я пошел, короче, поехал, а Хамзата нету в зале. И где Хамзат, говорю, Хамзат чуть заболел, говорят. А там Цуркан. И я сказал, когда приехал, он говорит, 2 дня назад акклиматизацию прохожу. И сколько будешь, говорю, 2 недели, говорит. Все, тогда потренируемся. Вот так я вышел, и 2-3 дня проходит, и я вижу их в Кисловодске, короче, в Кисловодск поехали, и не получилось с ним стоять. Я хотел с ним поработать, посмотреть. Но он говорит, что физически сильный и опытный. Я хотел вот этот. Видишь, короче, преимущество у него в чем? Он не сидит на месте, он постоянно по сборам катается, он работает в Америке с хорошими тренерами, восстановление, все это же все имеет значение. Говорят, он очень вот этот диету тоже соблюдает, Да. кола не пьет вот это. Я даже на Пхукете он бывал, он только правильное питание кушал.
Я помню, мы поехали с ним один раз на водопад. Там у него кубики. Я говорю, ты на диете? Он говорит, нет. Я говорю, правильно кушаю. У него бывает, как я думаю, один день такой он себе позволяет, да, а так он постоянно правильно кушает все. Он очень дисциплинированный, по-моему, очень. Мгм. Окей. Ну, пока нету у обоих мнения, да, кто все-таки победит. Ну, я думаю, ислам победит. Ислам тоже очень опытный, и физически тоже ислам. У ислама Хабиб в углу будет. Он сейчас с ним тоже работает, поэтому у ислама чуть выше будет, я думаю. Так что, ну, время покажет, бой сам покажет. А так, пятираундовый, очень тяжелый бой будет у Царагана. Я думаю, это из самых серьезных. Ну, я думаю, бой будет крутой. Но я смогу только после первого раунда сказать, потому что оба выросли как бойцы. Поэтому сказать, что взять, вот списывать Армана, сказать, вот он возьмет и проиграет, тоже нельзя, потому что он очень хороших, серьезных ребят выиграл. Того же Гамрата. Ну, Оливейру. Вот, у Гамрата какая борьба. Я боролся с Гамратом, у него какой грэпплинг. Потом Оливейра, он с такого этого... Он же ему проиграл даже? Не, кому? Гамрату. Нет. Гамрату просто дали победу. Ну вот что проиграл. Нет, брат, там ты И просто так руки не поднимают же. Просто так ничего не бывает в этой жизни. Не, но... Ну, в любом случае, Равный бой был просто. Равный бой у них был. Вот. Я тоже смотрел этот бой. Ну, Равный бой был. хорошо, Гамрат же после этого проиграл Хокеру. Ну, все люди разные же. Ну вот. Поэтому... Еще у него грэпплинг он потянул. Он с такого этого вышел у этого Оливейра. Если у Оливейра ловит, то он никогда не отпускает. Он вышел. Ну, он вырос очень сильно. Ну, это мы узнаем скоро. да, согласен. Давай еще одна из тем. Победут без трав. Четко все будет. Ты будешь смотреть онлайн, да? Конечно, обязательно. Да, еще последняя тема у нас есть. Ты сейчас сидишь в казахском головном уборе, который всегда выходит на бой Шавкат Рахмонов. И интересно, вот многие сейчас критиковали Шавката за не самый хороший уровень борьбы. Если тебе предложат помочь в подготовке какой-нибудь следующий, согласишься? Конечно, полный вперед. Я с Шавкатом тоже встретились. Я ему сказал. И у него травма, говорит. Если без травм подойдет к этому бою, я думаю, он заберет, потому что у Шавката очень выносливый и крепкий сам по себе, поэтому он сможет забрать пояс, я думаю. И очень неудобный он будет. Он длинный, поэтому и выносливый. Чемпиону трудно будет, поэтому скоро узнаем. А так, если скажет, вообще проблем нету. Конечно, с ним буду бороться, спарринги делать. Вообще я хотел к ним в зал попасть, но просто у меня визы нету. Я бы хотел в Америке туда. Там наш брат тоже тренируется. То есть пару. Не, вот этот Берхамов тоже с ними тренируется в Америке. Поэтому я ему сказал, давай визу сделай, и там очень хорошие ребята там тренируются. Там хотел с ними повозиться, посмотреть борьбу. Поэтому посмотрим. А так все говорят, Шавкат чуть ли не проиграл в 5-й раунд, вот так, но я слышал, он с травмой, вышел, не упустил момент, поэтому он хороший бой показал, если с травмой вышел. А если подойдет вот в чемпионском бою, я думаю, он заберет. Ну, это мое мнение. Ладно, вас уже забирают, так что, надеюсь, в следующий приезд в лагерь Шавката придешь снова к нам на подкаст. Вообще проблем нету. Абу Муслим, твоего боя тоже ждем в Лиге Найза. Надеюсь, получится подписать, может быть, еще один контракт. Я понимаю, что у тебя есть LFA, но, может быть, в СНГ будешь драться в Найзе. Хорошо. Друзья, спасибо всем, что нас смотрели. Подписывайтесь на социальные сети Али Багова, подписывайтесь на социальные сети Абу Муслима. Не забывайте писать комментарии, подписывайтесь на все наши социальные сети, и на наш YouTube, и на наш TikTok, и на наш Instagram. Всех были рады видеть. Всем пока.